Ну что ж, друзья, добрый день. И это, да, действительно, почки, весна. И вот с приходом весны начинаются самые решающие баталии, в том числе в Лиге женского хоккея. Сегодня открытие, финал 4 сезона 2018-19. И вот видите, дивизион Олимпийской надежды. Первый полуфинал. Скиф, Нижний Новгород, Пантеры 2, Татарск. Ну а сегодня комментирует для вас эту игру и весь финал 4 комментаторы Дмитрий Гороненко и Геннадий Набатов. Приветствую, Дмитрий. Пожалуйста, тебе слово. Приглашаем всех на уникальное зрелище женский хоккей. Тем более событие неординарное, потому что в эти дни проходит и у нас уже полуфинальная серия, полуфиналы женского чемпионата мира, в котором сборная России встречается с командой США. Крутяк. А сегодня еще и начинается финал чемпионата КХЛ. Это мужчины, это мужчины. Ну, хорошо. Сегодня не они. Да, сегодня важнее, потому что мы начинаем раньше, и уже через несколько минут стартует первый полуфинал. Скиф, Нижний Новгород. Ну что ж, у нас есть интересное интервью этих двух главных тренеров команд. Давайте с него начнем, а потом представим команды. Ну что ж, с нами Константин Михайлов, главный тренер команды «Скиф», Нижний Новгород. Константин Валерьевич, ну, разрешите, я вас сначала представлю. Это игрок 83-го года рождения, играл в сборной нашей, юниорской, юношеской, молодежной, в той самой команде Плющевской, в которой играл и Илья Ковальчук, и Трубачев, и кто только не играл, и Волченков, да? Но он, правда, помоложе на год, постарше на год, да, 82-го года. Женя Артюхин. Так что Константин Валерьевичу многое знакомо. А вот переход в женский хоккей, что это для вас вообще? Ну, что это вообще абсолютно новый, можно сказать, вид спорта. Ну, в плане отношения к хоккею, там, мастерству. И девочки, они немножко более эмоциональны, конечно, чем мужчины. И свой подход нужен в работе там. А в чем вот такая изюминка работы с девушками? Изюминка. Ну, я скажу, что очень-очень у них характер своеобразный у каждой. И поэтому нужен каждый подход. В этом, наверное, самая большая сложность женского хоккея. Потому что у мужчин все-таки более развит такой командный дух. А девочек сложнее собрать в единый коллектив единомышленников. Ну, я это заметил. Вот вам приходится быть и тренером, и, наверное, психологом, и папой, может быть, для кого-то, да? То есть вот совмещать многое из того, что может в этой жизни человек, так? Да, бывают и какие-то разговоры по душам, и какие-то проблемы у девчонок, ну, в плане бытового характера, поэтому, ну, может быть, папой, конечно, громко сказано, но как-то таким старшим другом это часто приходится быть, конечно. Ну и приходим к этому суперфиналу, который сегодня будет. У вас первая игра, вы заняли первое место, я так понимаю, да, в первом раунде. И вот как сегодня настроена команда и насколько сложен будет этот матч для вас? Ну, команда, как всегда, настроена только на победу. Девчонки боевые, ну, иногда бывают, конечно, проблемы во время матча. Это забить голы, реализовать, вернее, моменты. Поэтому, ну, сложно в полуфинале и в финале, если играть, там все что угодно может случиться. Но настроены серьезно. И заключительный вопрос. Кто фаворит суперфинала, на ваш взгляд? Мы, конечно. Да, ну что ж, вот видим, сейчас команда разминается, уже вышли на лед. И это крупным планом команда из Татарстана. Пантеры. Пантеры. И этим все сказано. И вот теперь их главный тренер Александр Свириденко. Вот он, на ваших экранах. С нами Александр Свириденко, главный тренер команды «Пантеры» Татарск. Александр Александрович, в чем сложность вот этого турнира 4? Ну, сложность в том, что, получается, мы сразу попали на, можно сказать, самую сильную команду, так как играем крест. Интереснее бы, конечно, было сыграть каждый с каждым, но раз уж такой регламент, будем играть так, как есть. И то, что мы, в принципе, попали уже в финал, тоже для нас уже какой-то есть результат. И если получится еще занять призовое место, было, ну, как бы отлично. И, можно сказать, сезон удался. На кого из ваших девушек можно будет обратить внимание болельщиков в первую очередь?
Ну, я думаю, что основной наш игрок и большая часть команды — это наш вратарь Катя Лазуренко. Очень многое от нее зависит, как она начнет, как она поймает кураж, и команда уже будет подстраиваться под нее. Я желаю вам успехов, тем более в битве с таким сильным соперником, как Скиф. Успехов вам. Ну, уточню, так, проскользнула команда Татарска, но область Новосибирская. Вот так вот. Да. Такие мудреные несколько географические у нас сегодня лабиринты. Но все же я посмотрел так сверху, во всяком случае, с нашей комментаторской позиции. Игроки Скифа, отметил я для себя, несколько дам выглядят настолько габаритно, что я удивляюсь, почему главный тренер опасается конкурентов. Ну, ты знаешь, Дим, вообще это дивизион Олимпийские надежды. И здесь, вот для наших телезрителей мы напомним, что возраст участниц от 14 до 18 лет. Поэтому, Дима, твое наблюдение, оно такое заставляет задуматься. Неужели... Ну, да, уже по ходу этого матча, я думаю, мы акцентируем свое внимание. Тем не менее, размер не имеет значения, поскольку по статистике вот эти самые игроки, которых я для себя отметил, они, в общем-то, находятся где-то в середнячках. А забивают абсолютно другие, так, поскромнее габаритами. Шустрики. Так что, да, шустрики, наверное, действительно. Разминка активная. Скиф Нижегородский безоговорочный лидер, в принципе, всего чемпионата. В своей группе А команда одержала в 10 матчах 9 побед и одну ничью сгоняла с Ангелами 3. Эту, в общем-то, ничью считают досадной осечкой. Потом, собственно, из этих самых ангелов еще и усилились, насколько я знаю, участники плей-офф. Вообще многие усилились. Все 4 команды так набрали. Кто по 2, кто по 4, кто по 5 игроков из команд соперниц. Так что, в общем-то, уже здесь сборные, получается, в какой-то степени на этом финале 4. Ну и давайте, пока не началась игра, все-таки по составам пробежимся, чтобы и родителям было приятно, которые смотрят, и в городах тоже отметили своих любимчиков. Итак, Пантера Татарск. Лазуренко Екатерина, основной голкипер, на которую делает ставку главный тренер команды. 20 номер. Защитники: Кристина Горбунова, Анна Сукач, Оксана Демидова, 15 номер. 24 Александра Дудникова, Анастасия Хахулина, 27. Вот как раз очень мощная девушка под 27 номером. И Яна Кучма, 31-й защитник, но, кстати, среди бомбардиров турнира значится. И Полина Кривошеева. Вот это 3 пары защитников с одним лишним, я так полагаю. Нападающие: Анна Сысоева, 8 номер, Яна Солдатенко, 11, Елена Градунцева, 13, Дарья Горбунова, 14, Наталья Шумихина, 17, тоже крупная девушка. Анастасия Кукала, 29-й, Алина Сторожевская, 44-я, Ксения Ракчеева, 55-й, Денисова Кристина, 57-й, Полина Даянова, 69-й и Ксения Кашарайла, 95-й. Ну так визуально со всеми познакомились. Вот Яна Кучма, результативный защитник. Ну, а у нас еще ведь есть команда Скиф. Это все на Пантер. Ну да, фавориты сегодняшнего матча и, может быть, турнира в целом. Хотя должны мы сразу с вами уточнить, что для всех 4 команд этот первый финал 4. Вот так складывается судьба. Так что в любом случае чемпион будет новый. Полина Шакирова, голкипер, 53 номер. Виктория Зайцева, 72-й. Защитники. В заявке значится их 6. Екатерина Осминова, 52-й, Алена Шмыкова, 55-й, Анастасия Трушникова, 67-й, Алина Смурова, 72-й, Ольга Мизонова, 80-й, Александра Кокорина, 81-й.
Нападающий Александра Лицкая 4-й, Алена Логинова 68-й, Ирина Четвертакова 10-й, Дарья Кожина, здесь у нее персональные болельщики, папа, по-моему, рядом с нами на трибунах, 12-й номер, Кристина Хафизова 16-й, Нешляева Анастасия 22-й, Александра Упрунина 24-й, Марина Лисина 28-й, Татьяна Кораблина 56-й и, наконец, Марина Балашова под 96-м номером. И игра началась. Скиф в атаке уже сразу 4-й номер. Это нападающий Александра Лицкая. Первый бросок на ее счету. Ну, классно вратарь выкатилась. Это 20-й номер Екатерина Лазуренко. Основной человек, как сказал Александр Александрович Свириденко, главный тренер. Лидер команды. Ну и сразу продемонстрировала свои лидерские качества. Хороший бросок такой, плотный. Дим, ты так можешь щелкать? Как вот сейчас 4-й номер сделал Александра Лицкая. Но если коньки назад не поедут, то, в общем, может быть, получится. Ну, я скажу, что такие мастеровитые девчата собрались сегодня. Так, у борта борьба. Пантера выходит из зоны. В движении как наносила Екатерина бросок. Технично, мощно через центр. Да, это Ягор женского хоккея. Да, в воротах въехал вместо шайбы. Правда, 60. Вроде 68 номер у меня в заявке нет. 68 же у меня на спине. Логинова. Это Алена Логинова. Она сегодня изменила номер вместо 5-го 68-й. Ага, да, точно. Ягор тут, между прочим, в чешском чемпионате всю команду обыграл. В свои 49 и шайбочку закатил. Борьба на пятаке. Хороший момент был, кстати. Вот наш Ягор бросал. Вот. Ну, в чешском будет Ягрова. Алена Михайлова. Опять же выкатилась вратарь Екатерина Лазуренко и, сократив угол обстрела, отразил этот бросок. Достаточно профессионально работает в воротах. Кораблина, Нешляева. Но за ворота никто не пошел пока. Вот здесь попытка робкая. Шайба пока остается в зоне Пантер. И вместе с игроками Скифа выкатывается за синюю линию. Столкновение прямо перед нашей комментаторской позицией. Проброса не будет. Бросок. В щиток попадает шайба. Пока давление ощущается. Робость надо убирать девчонкам в бело-черной форме. Ну и добавим, что мы свой репортаж ведем с катка «Русь». Это возле метро Домодедовской в столице. Очень хороший свет здесь. Ну, будем говорить по меркам вот московских дворцов. Светло девочкам. Хотя, конечно, для КХЛ, я думаю, дворец был бы не совсем пригоден. Там бы такое освещение зарубили. Но здесь достаточно для тех болельщиков, которые сегодня здесь вместе с девчатами со своими. Это наверняка и родители, и просто подруги и друзья. Хороший вход и еще одна угроза. Разогрели лед перед началом этого поединка мальчишки из школы Витязя и Руси. Да, 2-2 сыграли свой поединок. 2009 год рождения. 10 лет, ребятишка. Бросание в зоне Пантер. Пока, да, все время занимает у сибирячек проблема выхода из зоны. Пока не до творчества. Кучма. Хорошо продержала шайбочку, да. Технично довольно-таки. И сама заходит. А дальше, ну, команда должна уже вкатываться. Ну как, защитник начинает атаку, остальные все дежурят на синей линии. Даже как-то по фигуре на Ягор похож. Какая коренастая. Алена Михайлова, да?
Простите, Алена Логинова. Да. Алена Михайловна Логинова. Кстати, сегодня Владимир Васильевич Голубович присутствует на матче. Достаточно известный тренер в нашем хоккее. Ну, неудивительно, ведь, собственно, его Ну сын, и нападающий. пусть Прошлый. приемный, это главный тренер команды «Скиф» Нижний Новгород Константин Михайлов. Так что он поддерживает именно «Скиф». Так. Осталась шайба в зоне. Лисина. А там в центре никого нет. В ногу попадает шайба. Срывается здесь с крюка. Цепко пытается сыграть 9-й номер Анна Сукач. Но шайбу-то дважды потеряла. Вот помогли партнеры. Ну, в общем, на разрушение «Пантера» пока действует неплохо. Другое дело, что да, не могут перейти в атаку, но и сопернику не дают создавать шансы поднять голову. Единственное, кто угрожает, это вот Алена Михайлова. Так явно на ворота сразу идет, как только шайба к ней попадает. Ну вот еще шанс, опять атака. И с левого фланга Лазуренко на месте. Алена Михайловна Логинова. Как мы будем называть Алену Михайловну Ягрова. Алена Яромировна. Давайте посмотрим повтор. Ну, вратарь отлично здесь выбрала позицию. Не стесняясь, из-под защитника бросают. И 20 номер Екатерина Лазуренко Третьяк. Да, раз 20 номер, будем говорить так. А поскольку основная надежда команды это есть Екатерина Лазуренко, можем смело ее так и называть. Так, здесь есть подстраховка. Дим, вот смотри, такую сентенцию высказал Александр Середенко. Плей-офф система, да, вот если бы играли в круг, то, наверное, было бы справедливее. Как ты считаешь, все-таки, вот в таком возрасте и вообще, какая система справедливее в финале 4? Плей-офф или в круг? Ну, наверное, поострее бы это было, да. Вот есть поострее, да, когда плей-офф, все-таки элемент везения есть. Там-то, конечно, ты сыграешь со всеми, а здесь каждый матч решающий. Там где-то можно, проиграв, немножко наверстать, да, есть какая-то возможность дать слабину, наверное. Точно. Ну вот и лидеры дивизиона «Олимпийские надежды» все-таки играют немножечко с закрытым пока забралом. Вот сейчас хороший вход был вроде в зону предыдущей атаки, но не посмотрела нападающая в сторону, где ее партнерша открывалась. Лицкая опять, ах, молодец. Александр Лицкая. Так, Соло. Лицкая входит в зону через центр. Пыталась себе шайбу подработать. Дальше 12 номер это Лисина. Кожина, простите, Кожина. Да, в финальной стадии уже 3 по 20 играют девчонки. На отборочных этапах 3 по 15 грязного. В случае ничейного результата 5 буллитов. И пробросов нет, кстати говоря, сегодня. Ну и смелее по флангам играть, да. Так, немножко вынужденно поддерживаешь уже команду в белой форме. Жалко становится девчонок, которые катаются пока на очень ограниченном участке льда. И любопытна техника действия вратаря Екатерины Лазуренко. Вот как профессиональный вратарь. За воротами шайба, один щиток кладет на лед и разворачивается. То есть, если раньше выглядывали вратари за штанги, вот как сейчас, да, то там чисто профессиональная выучка. Сразу чувствуется. Ну, наверняка, да, и школы есть, и смотрят матчи серьезные. Если из Новосибирской области команда, значит Сибирь, конечно, идет
в авангарде. Так, пробросов нет у нас, так что здесь опасаться нечего. Но мы смотрим, что Нишляева все равно навязывает борьбу, тут же войдя в зону. Благодаря этому острота-то как раз и появляется. Ну, больше владеет шайбой, мне кажется. Да, владение Скифа. шайбой есть, а такого преимущества игрового все равно нет. Вот Но бросков синих. было больше, мне кажется, у синих. Вратарь Екатерина Момент Лазаренко защитников. почаще в работе, почаще. Передача напрашивалась на защитника, но Мизанова Бросок чуть-чуть опоздала. над воротами. Кистевой в исполнении 24 номера Александры Упруниной. Сейчас по клюшке дали Елене Градунцевой из «Пантер». А ведь могла, прими хорошо Елена шайбу, и сложиться атака втроем против двух защитников у «Пантер». Смена идет у Скифа. Заброс шайбы в зону. Проброса нет. И там надежда на то, что девчонки будут побыстрее в белой форме. Такой прием конечком, а да. у Кожаной. Дарья Кожина. Хороший пас, но здесь защитник-то есть. Кораблина. Хорошо показывает нам борьбу у борта. Бросок. Ох, как, прям над перекладиной шайба летит. Опасно было. Ну так, невольно плечиком повела. Попытавшись даже подпрыгнуть. Вот момент опасный. Гол! В ближний угол влетает шайба после броска Кожаной, одного из самых опасных игроков, нападающих в составе Скифа. Но вот здесь на повторе можно будет посмотреть, как действовала вратарь. 5+5 в сезоне. 5 шайб, 5 результативных передач у Дарьи Кожаной. Она третий игрок в команде после Лицкой и Логиновой, собственно. Ударное трио. Вот смотрим. Бросок. И села в лягушку, да, Екатерина Лазаренко. А шайба чуть выше на щитком пошла. Может быть, если бы она и действовала, в стойке стояла, может быть, и удалось отразить. Кстати, вот этот, ты говоришь, Дим, предварительный турнир проходил в Курганово Свердловской области, в 15 километров от Екатеринбурга. Он проходил в октябре. 1-2 считается, наверное, поэтому уже 2-0 на нас. Ну, наверное... Правильный счет 1-0, да. В баскетболе-то как? Мы себя не обманывали, да, шайбу мы видели одну. Но новые правила в хоккей еще не ввели. Вышла шайба из зоны. Ну, справедливо все-таки материализовалось вот это владение шайбой в заброшенный гол. Начинают атаку от своих ворот. Но надо здесь принимать уже на красной линии. До третьего номера Кристины Горбуновой не дошла шайба. И вот придется за нее бороться. А там уже хоккеисты, защитницы Скифа на высоте. Это 80-й номер Ольга Мизанова. Обстоятельства теперь требуют от «Пантер» чуть активнее выйти на чужой половине, не только на своей. Из-за ворот неплохой выкат, бросок. Передача в центр здесь в одиночестве пока Кристина Горбунова, и шайбу теряет. Контратака и здесь. 1 против 2 Александра Кокорина. Ну что ж, 14 минут уже
прошло, и вот постоянно Екатерина Лазуренко в работе. Вот и сейчас поймала ловушечку, а бросала 10-й номер Ирина Четвертакова, нападающая из Кифа. С неудобной руки. Пытаются все, мне кажется, под перекладину бросить они. Видят, что вратарь Екатерина Лазуренко не самый высокий игрок в своей команде. В конек, даже после паузы, Екатерина Осминова попадает. Ну, удастся атака. Нет, уже догоняют двое. Ксения Ракчеева. Так, Приходится подбрасывала вступать в игру. шайбу, да. И Полина Шакирова, это вратарь Скифа, решила остановить шайбу и игру. Там подставила Да, такая клюшку бабочка защитник. летела и прямо в руки. Прямо в сачок. Опять шайбы, вот 55-й номер, Пантер. В средней зоне Ксения Ракчеева. клюшка потеряна у Кораблиной. Что здесь за свисток? Удаление. Первое удаление в матче, и отправляется игрок Скифа, 56-й номер, Ну что ж, Татьяна Кораблина. ну это хороший шанс. У Ну, Пантер. посмотрим, как в чужой зоне играют в большинстве. А на себя выиграть пыталась Ксения Ракчеева. Не остановили шайбу. Ну, чистые 2 минуты. У мальчишек-то было по минутке. Мальчишки по 15 сыграли 2009-го. А здесь 20 минут. И опять шайба выходит. Вновь возвращаться, вновь тратить силы драгоценные. Нужно войти в зону, как-то умудриться расположиться там. Ну вот все, через Ксению Ракчееву она будет заходить. Нет, на 15-го номера пас, а там встречает... Ох, какое столкновение! Ведь вообще нельзя атаковать в грудь в женском хоккее. А здесь еще и удар в грудь и без Блокировка, шайбы. да. Оксаны Демидову. Посмотрите, Втроем останутся сейчас игроки Скифа. жесткое нарушение и твоей любимой Алены Ягровны Логиновой. Ее удаляют. Любимица. Ну что ж, втроем оставляет она свою команду. И минута 15 есть уже. Ну вот здесь чистый приезд, который нужно реализовывать, конечно, гостям из города Татарска, Новосибирской области. Для начала постараться выиграть вбрасывание, ничего не получилось. Держать Но зону, сейчас зону держать. ловить по борту. Не получается это сделать. Ну, На чуть-чуть кого работает поувереннее. время? Зная, Ой, какой ой, неудачный пас, а? Не поняли, на зная, кого. что у вас преимущество такое огромное, численное, ну немножечко раскатать 3 игроков на таком большом льду. Вот момент. Убегать, проход. убегать, скорость! Ах, Полина, Техники не кто хватает. это? да. Полина Даянова. Ну вот сейчас попадает, тут же бросок, атака идет. Ну что, через задних защитников будут разыгрывать. Ближе надо защитить. Еще момент, ловушки, шайба. У Не было Шакировой. трафика, я скажу, перед Шакировой. И бросок был со стороны защитницы Пантер. Это кто у нас? А время уходит, и сейчас появится уже удаленный игрок, даже несмотря на то, что игра стоит. Анастасия Хохулина бросала, 27 номер. А время идет. Время-то у нас секундомер не останавливается. Кораблина уже. И уже вчетвером хоккеисты Скифа. Конечком хорошо сейчас подработала Анастасия Хохулина. Не дала проходу Скифа состояться.
Неудачное оставление со стороны Яны Солдатенко. Ах, как опасно было сейчас у ворот Полины Шакировой. Но нет, шайба не заходит в ворота. 1,5 минуты до окончания первого периода. И в полном составе уже играет Скиф. Да, такое мифическое фактически преимущество получилось. Ну как оно было, но пролетело как одно мгновение. Было, но прошло. Не ждет передачи сейчас Яна Солдатенко. А нужно на бортике там ожидать ее, шайбу. Иначе не выйти из зоны. Перехват шайбы. Атака и... Шайба летела, может быть, чуть повыше. На всякий случай подстраховал. Здорово. Сейчас хороший финт и ожидает подкрепления. Но передача-то немножко бабочкой пошла шайба. Ее уже сложно остановить. Это была Полина Даянова. Но там вот 55-й номер разбирается со всеми Ксения Ракчеева. Одного, второго не дают. Ох, будет бросок. Нет, до броска не доходит. Полминутки еще в этом периоде играть. И атака Скифа развивается. Нишляева Анастасия. Идет на ворота. Хорошо. Эх, еще одно движение клюшкой, и немножко шайба в пустые ворота бы пошла. Довести. Анастасия Нишляева, 22 номер. Хорошая, молодец, такая напористая нападающий. Кожин, автор заброшенной шайбы в центр, передача на 10-го номера Четвертакову. Небольшой перерыв, и у нас по традиции будет небольшое интервью. И тренеру есть обсудить что-то с судьями. Ну, пока ждем интервью. У нас гость Александр Капустин, организатор отборочных этапов турнира, который проходил в Курганово. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для многих телезрителей женский хоккей – это нечто в диковинку. Вот как организуется вот это все в регионах? Насколько интерес большой к женскому хоккею? Ну, в регионах мы проводим практически по всей России. Буквально секундочку, да, поскольку перерыв маленький, давайте поговорим с 55-м номером Аленой Шмыковой. С нами ассистент капитана команды «Скиф» Нижний Новгород Алена Шмыкова. Алена, но преимущество вашей команды, в общем-то, в первом периоде заметно. За счет чего, ну, как ты считаешь? Ну, за счет того, что это как бы главный матч. Мы приехали сюда только за победой. Играем всей командой. У нас очень хорошая тактика. В этом спасибо тренеру. Ну, в принципе, просто выполняем тренерскую установку. Расскажи о команде своей поподробнее. Дружные девчата? Да, конечно. Везде друг за друга подбадриваем. Никогда не ругаемся. Это только приносит неудачу. У вас очень много моментов было, но реализовали только один. Впереди еще 2 периода. Как ты считаешь, будет ли разгром? Ну,
В принципе, соперник неплохой. Нужно играть очень строго. И, думаю, не самое главное, сколько мы забьем. Главное — победа. У вашего вратаря Полины Шакировой только один бросок, по-моему, был такой, да, серьезный? Ну, может быть, два. Не замерзнет она, как ты думаешь? Думаю, что нет. Да, спасибо, успехов. Ну что ж, друзья, а с нами сейчас будут команды «Скиф» и «Пантеры». Второй период. Спасибо, Ген. Да, вот Александр Капустин на ваших экранах, и мы все-таки коротенько закончим разговор, который у нас начался по поводу региональных турниров, да, уровня и интереса к ним. Но организовывается все равно с их руководителями, то есть с капитанами доводятся. Руководители все с бывшим хоккейным прошлым, для них не является критерием, мужская это команда или женская. Так что все организовывается, все как есть. Единственное, только вот с дивизионом «Олимпийские надежды» много вопросов из-за того, что девушки достаточно молодого возраста, 14-17 лет, очень много согласований. Но, собственно, это для нашей же и безопасности, и для их безопасности. Каков уровень турнира? Как получилось, что вот на этом отборочном этапе вдруг оказалось, что у нас спустя год поменялся, в общем-то, состав участников? Ну, растут девочки, которые играют в хоккей. Численность, то есть популяция достаточно сейчас идет на хорошем подъеме. Спасибо, то, что есть такой турнир Лиги женского хоккея. Собственно, Оксане Егоровой хочется отдельное спасибо сказать, то, что все-таки генеральному директору, да, Лиги женского хоккея, которая, собственно, и делает весь этот праздник на протяжении уже 4-го года для девушек-хоккеисток. Классно. Особенно мне понравилась формулировка «популяция». Для женского хоккея. Пусть растет популяция женского хоккея, действительно. Да, в принципе, вот состав вот по командам, по количеству, которые играют на более-менее серьезном уровне. На более-менее серьезном уровне? Да. Но в Лиге женского хоккея, то есть именно в дивизионе Олимпийской надежды, то есть структура «Скиф» представляет профессиональный клуб, структура СКСО, сборная команд Свердловской области, также участвует на профессиональном уровне. То есть, ну, много команд, которые действительно, тем более мы тут видим хоккей, сюда они пробились, пройдя некую там сепарацию именно сбором в Курганово, когда они поиграли и доказали, что они лучшие. Ну, как видим по игре, по броскам в 2 раза больше перебросали команда «Скиф». У них более такой лаконичный проход средней зоны. Видели первый гол, стандартная 3-ходовка из-за ворот, забили шикарнейшей передачи, лидер Кожина. Так что красивый хоккей наблюдаем. Здорово, здорово. Опять же, меня радует, что очень много слов вот, и обиходных ходят в нашу жизнь. Вот, слово «сепарация» я раньше слышал только среди, не знаю, там, машинного доения. Но отбор, понятно, что все это так настолько вливается в жизнь и на самом деле обогащает наш язык. Да, спасибо безусловно. большое, Саш, за участие в нашем эфире. А мы продолжаем рассказ о хоккее. Пообещала нам очаровательная Алена Шмыкова, что тактика должна принести успех. Вот еще одна атака, прямо в упор бросок, и счет уже мог сейчас измениться на 2-0. Ну, вот уже 3 минуты прошло второго периода. Скиф продолжает атаковать, да, Дим? И хочет, наверное, увеличить преимущество. Что надо делать, давайте порассуждаем команде «Пантеры». Только за счет быстрой атаки попытаться убежать в отрыв. Мне кажется, вот такое сейчас должно быть. Ну, так вот, надо еще быстро выйти из зоны, Такое чтобы правило. организовать быструю атаку. Да, пока вот даже зацепиться в своей зоне за шайбу им не дают. И активности вот этой мы не видим. Почему-то робко играет. Вот, так, как будто в меньшинстве. Может быть, экономить силы?
на третий период, там взорваться. Ну так, дискутируем. Так, выманивает на себя сразу 3 игроков. Заманивает женскими чарами. Мезонова тут на всякий случай дежурит. Вдруг шайба к синей линии подкатится. Так, у борта борьба. Ах, это... Опасно, да. Это как раз бросало 68-й номер. Да? Во всяком случае, игроки «Пантер» действительно, вот, играя на треть льда, должны экономить силы в таком случае, может быть, действительно на третий период. Слишком больших забегов нету. Но зато у вратаря работы много. Екатерина Лазуренко постоянно в борьбе. После первого периода статистика бросков 8 по ее воротам. И 4 таких корявеньких попытки было в исполнении «Пантер». Доброса, да. Я бы сказал. Даже я насчитал 2. Вот мы с Аленой Шмотиной насчитали. 2 раза шайба просто катилась мимо. Ну вот интересно, интрига. Будут ли резервные вратари участвовать в этом матче? Как считаешь, Дим? Такая оригинальная маска у второго вратаря команды «Скиф». И вообще форма такая ярко-оранжевого цвета. Это Виктория Зайцева, 72 номер. Еще один 72 номер. То есть 2 72-х сегодня играет за «Скиф». Вот разрешена такая... Ну а у нее желтая майка лидера, она имеет право. Это как в велоспорте. Если ты вратарь или лидер, ты можешь играть в желтой майке. В футболе, кстати, тоже. Ты заметил? И Екатерина Лазуренко вновь в игре. Безусловно, лучшая но пока, сегодня. Да, сегодня. Не случайно главный тренер назвал ее лидером, потому что больше никто пока не играет. Да, там как в большом хоккее подталкивают на пятачке защитники. Уже после атаки. Алену Логинову там пришлось ей лед немножко так почувствовать, его температуру. Но она по-прежнему на ходу, пожалуйста, вот Алена. Шайба не расстается, но сейчас сбрасывает в зону защитница. Это 56-й номер Татьяна Кораблина. Наброс на пятачок. Смотреть, смотреть, смотреть. И 57-й номер команды Кристина Денисова, «Пантер». Посмелее. Рослые девчонки. Ну, может быть, до хоккея занимались фигурным катанием, пока берегут себя. Ах, как сейчас попалась-то, на движении. 31 номер. Защитница «Пантер». Яна Кучма, а? Опытная ведь, в первой пятерке играет. Передача принята у синей линии. Уверенно. Но кто поддержит эту атаку? Ну вот через центр хорошенько, размашисто выходим. Нет, передача в клюшку соперника. Алена Ягрова не сумела точно на пятачок набросить. Ну вот 2 в 2. И шайба забыта. Праворукая нападающая. Это 3-й номер. Ну, правохватная, будем говорить. Кристина Горбунова не смогла обыграть. Бросок. Добавка. А бросала капитан команды «Скиф». 4-й номер Александра Лицкая. И там добавляла уже как раз твоя любимица Ягрова. Да, Лицкая самый результативный игрок команды. 6 шайб в сезоне на ее счету, плюс 5 результативных передач. Ну, будем говорить, на первом этапе. Да. Состоявшем из 10 матчей.
Кстати говоря, Скиф держал в 10 играх 9 побед, одна ничья, да, была с Ангелом и Кировскими. А Пантеры Татарск в 9 матчах, они 6. выиграли 6 раз. 2 раза поражения. проиграли, Да, да. и у них разница шайб 18-6, в то время как у Скифа 52 и лишь 4 пропущенных. Но у Пантер тоже меньше всех в группе 6. Так что это две команды встречаются меньше всего пропустившие на первом Свердловчанки этапе. фаворитки, собственно, да, видишь, они 49 шайб забили, а Пантеры 18 всего за сезон, и Свердловская область осталась за пределами решающей четверки. Да, на одну очку отстали свердловчанки от Пантер. Почему Пантеры сегодня не играют? Но это только обыграли Пантеры 2. 1-0, по-моему, в решающем матче Свердловской области. Главное выиграть в решающих матчах, Дим. Ты понимаешь, можно проиграть дважды кому аутсайдерам, а выиграть в основных. Вот и все. Ну, а с удаления. Удаление. 55-й номер Пантер. Это Ксения Ракчеева на скамеечке для удаленных. Ну, посмотрим, как фавориты играют в большинстве. Шайбу они и так уверенно контролируют в зоне и даже при численном равенстве. Атака в грудь попадает вратарю. Шайба. Розыгрыш продолжается. Броски следуют с дальней дистанции. И еще попытка добавить шайбу в ворота. И все-таки выброс состоялся, который дает передохнуть, перевести дух и лишние секунд 15 хотя бы выиграть, а то и больше может быть. Кораблина принимает шайбу на синей линии. Партнерши входят, расположились очень уверенно. Шмыкова. Кораблина в центр уходят. Здесь бы сориентироваться. Передача на пятак хорошая. Шмыкова издали. Попадает в своего, да, игрока. Лицкая. Ну и вперед чуть-чуть, да. Логинова. Оставляет шайбу Кораблиной. И всего 5 секунд до выхода удаленного игрока. Пытаются бросать. Вот видишь, Дим, повыше, повыше, зная, что не самая высокая вратарь Екатерина Лазуренко, хотя и очень хорошо играет внизу. Видимо, это такая вот находка тренера Константина Михайлова. И задача поставлена им бросать повыше. Ох, как сейчас красиво играет капитан команды Скиф. Ох, заправская нападающая Александра Лицкая. Просто великолепный дриблер. И там на скорости уже подключаются новые игроки. Это выходит со скамейки запасных Анастасия Нишляева. Но перехват, и Пантера начинает свою атаку. Да, это перехватила 69 номер Полина Даянова. Идет вперед. Скорость хорошая, да, она была удалена. Ксения Ракчеева. Сила экономила. Ксюша, молодец, да. молодец. Постоянно в игре, постоянно с шайбой, просит. Вот в нужный момент она у шайбы. И бросок издали. Эх! Попадает в игрока Анна Сукач. На контратаку. Лицкая. Поддержка есть с фланга. Ох, какая пауза. Оставляет хорошо шайбу. Бросок. На месте. Лазуренко. Хорошие паузы, я скажу, здесь у девчонок. Такая техника сразу видно поставлена. Вот Лицкая, пожалуйста. И вот тоже. Раз. Нишляева. Женщина без паузы — это находка. Или с паузой. Для врага. А, да, для нас лучше с паузами, конечно, хоккей. Кораблина. И бросок в одно касание не получается. Там защита хорошо действует. Это третий номер Пантер Кристина Горбунова. Быстрее надо действовать, да.
9 номер. Замешкался Анна Сукач, но тут же ее партнеры выводят шайбу в среднюю зону, а уже в зону соперника войти тяжело. Только бросочек. Наталья Шумихина отметила сим. Поймала вратарь Екатерина Лазуренко эту шайбу, брошенную из центральной зоны. 14 минут уже сыграно во втором периоде. И вот, поскольку у нас время, как мы знаем, в этом матче не останавливается, секундомер, время, так скажем, грязное, там уже бегают хоккеистки следующего полуфинала. Школа имени Макарова из Челябинска и... Дим, второй наш соперник — это ЦСКА Санкт-Петербург. Практически ЦСКА. Так что Питер и Челябинск. Вот такие города будут спорить в следующем полуфинале, который мы тоже вам покажем, уважаемые телезрители. Кожина. Ой-ой-ой, ну покороче. Вот моментище! Какой был классный момент. Бросала твоя любимица. 68-й номер Алена Логинова завершала эту комбинацию. Но Екатерина Лазуренко просто великолепно сыграла. Повтор будет? Давайте смотрим. Передача от автора первой шайбы Дарьи Кожиной на Алену Логинову. И, конечно, здесь ну просто блестяще сыграла Екатерина Третьяк-Лазуренко. Двадцатый номер. Никуда не денешься, Дим. Имеем право так называть. У нас все были третьяками, когда мы, знаешь, начинали в хоккей играть. 20-й, если, значит, третьяк. Первый, значит, мышка. Ну и пас. Отлично. Но чуть бы подальше. Да, 69-й номер там отдавала бросок, передачу. Да, и в ловушке был. шайба у Шакировой. Даянова отдала на Оксану Демидову. Демидова хорошо бросила. Но видишь, в чем минус вот такого рода комбинаций. Все-таки надо ближе бросать. Тогда можно будет попасть наверняка. А здесь уже даже, может быть, и шайба-то шла не совсем в створ ворот. Но на всякий случай Полина Шакирова, вратарь Момент Скифа, для разминки, да. Да, решила эту шайбу зафиксировать в ловушке. На всякий случай. Ну, вдруг, чтобы не порвалось. Четвертакова настаивает на своем. Лицкая тут даже к воротам. Остается играть всего лишь 3 минуты 15 секунд во втором периоде. По-прежнему 1-0. Скиф впереди. Ах, не получилось увидеть шайбу-то сейчас Полине Даяновой. Кокорина. Ну там Надю... Ой-ой-ой! Гол, да? Нет. Но, во всяком случае, Лицкая поднимает руки вверх. И даже попытались потолкаться там. Там уже подняли действительно все руки вверх, наверное, кто мог. И даже девчата вот разминающиеся. Ну, невероятно сейчас, там я считаю, сейв. Алексеевну. Невероятный. Молодец, Катя, молодец. Умничка. Ох, даже конек он вверх вытянула, чтобы только не подъехали и на нее не упали. Это, кстати, тоже классика игры вратаря. Да, там еще и помогли вратарю Кате Лазуренко свои защитники, защитницы. Игроки оборонительного плана. Хищницы, назовем их так, пантеры. Так, оглянулись назад. Ну и вперед сразу выходи. Смотри, 3 в 3. Опять шайба позади. Ну как так, а? Ноги забывают голову.
Перехват. Да, игра высоко поднятой клюшкой в исполнении Дарьи Кожаной. Автора первой шайбы, единственный пока в этом матче. И нет, просто вбрасывание будет в средней зоне. Перехват был передачи. Выполнены не по правилам. Выход из зоны. Развернуться бы к шайбе правильно. Алицкая это сама справится, конечно. Здорово убирает. Бросок не получился. Прозвучала сирена об окончании второго периода. Больше пока заброшенных шайб мы не увидели. Пока ждем интервью, представляем еще одного нашего гостя, старшего регионального менеджера лиги женского хоккея Екатерина Марк. У нас в гостях на комментаторской позиции. И сейчас тоже услышим мы пару слов, как же у нас в регионах развивается женский хоккей, насколько это интересно и насколько это окупается все. Да, здравствуйте. Хотелось бы поприветствовать всех болельщиков, которые в данный момент смотрят за этим матчем, следят. Несомненно, хочу отметить развитие хоккея, женского хоккея в сибирском регионе. Очень много у нас добавляется команд там. И вот даже выходят девчонки в финал. Молодцы. В финале достойно борются с такими серьезными спортшколами, как СКИФ. То есть уровень там растет. Все-таки вот, ну так вот, с женской стороны, да, мы комментаторы, мужчины, с иронией где-то там к чему-то отнестись. Но вот агрессии маловато. Может быть, это все-таки какая-то женская робость, сложности какие-то с выходом из зоны. Вот чуть-чуть поактивнее, да, против того же СКИФа. Есть какая-то робость? Нет, я думаю, дело совсем в другом. Заметно сразу невооруженным взглядом, что не хватает физической подготовки и скорости сибирячкам. Поэтому им просто очень тяжело. И насколько хватит у них сил бороться. Вижу, что девчонки играют две пятерки, но это тяжело. Все-таки СКИФ более тренированная команда, у них намного больше возможностей тренироваться, более, сказать, широкая скамейка. И надо дать должное сибирячкам, что они борются, и пока силы их не покинули, держатся, и всего лишь счет 1-0, и могли сейчас, и в первом периоде могли сравнять, когда 5-3 играли, и сейчас тоже на последних секундах второго периода мы видели опасный момент, создали. Молодцы. Давайте сейчас интервью послушаем, и еще один вопросик задам вам. Ну, с нами главный тренер команды «Пантера» Александр Александрович. Ну что, вот такая система игры все-таки больше похожа на оборонительного плана у вас? Ну да, нам приходится очень много в обороне проводить. У нас с атакой очень сложно, с бросками, с владением шайбы в чужой зоне. Как бы команда по мастеровитию маленечко как бы получается. И игровой практики очень много, поэтому ждем ошибки соперника. У вас игровой практики много. У нас, наоборот, ее очень мало по сравнению с командой СКИФ. То есть, если у них очень много турниров, помимо первенства России и всего остального, спартакиады и лиги, то у нас, к сожалению, с этим хуже намного. У вас шанс в контратаках? Да, я про что и говорю, мы ждем ошибку соперника. Ну и успехов вам в этом. Ну что ж, друзья, с нами был главный тренер команды «Пантеры» из города Татарска Новосибирской области Александр Александрович Свериденко. А мы ждем третьего периода матча между «Скифом» и «Пантерами». И ждем прыжка «Пантер».
ждем третьего периода. Но вопрос такой у меня будет. Вот девчонки, понятно, что да, когда есть время, тренируются, да, пытаются. Что из мужского хоккея берут? Часто ли смотрят? Ходят ли, удается ли на Сибирь ходить в течение сезона, как приезжать, посмотреть, поболеть? Ну, девчонки, которые живут в Новосибирске, ходят на Сибирь болеть, ходят в сувенирной продукции ХК Сибирь. Для них это вообще вот, клуб Сибирь, это такой показатель, на который они равняются. Но команда «Пантеры» из Новосибирской области, им очень далеко до самого Новосибирска, им ближе даже к Омску. Поэтому я думаю, что там даже есть и болельщицы Омского «Авангарда». Но это им в Балашиху надо ехать. Ну, теперь уже да, к сожалению. И технику вратаря мы все-таки отметили, такая не женская, а прям подсмотренная у лучшей вратарской школы сегодняшней. Конечно, девчонки и черпают, собственно, все свои навыки именно из мужского хоккея. Там гораздо все быстрее, интереснее, нужно перемещаться, гораздо быстрее реагировать. Да, у нас не такие сильные броски, но тем не менее двигаться вратарю нужно, как в мужском хоккее. Спасибо большое, Катя. Спасибо вам. Да, мы продолжаем смотреть матч, возвращаемся на лед. Геннадий, погрейтесь, вы замерзли. Спасибо. Вот Екатерине, я думаю, можно было вот такой очаровательной сотруднице, старшей региональный менеджер Лиги женского хоккея, побольше дать, наверное, эфира. Мы очень неплохо поговорили. 10-0 во втором периоде броски в пользу Скифа. Вот такое преимущество подавляющее. Ну и, пожалуйста, Александр Александрович говорит, что нам нужен что? Контрвыпад. И мы его все ждем. Главное один бросок нанести, но решающий. Поэтому можно атаковать сколько угодно долго, как делают скифчане. Но имея в воротах такую пантеру, как Екатерина Лазуренко, я думаю, можно рассчитывать и на успех на итоговой хоккеисткам из Новосибирской области, из города Татарска. Ой, как технично. Ой-ой-ой. Ох, еще можно было дальше двигаться. Уже защитники растворились на фоне белого льда. Защитницы в белых майках. Ах! И гол! Кокорина. Кокорина. Александра Александровна ответила Александру Александровичу. Я вот так перефразировал вот этот вот момент. Тренеру «Пантер». Как Александра Александровна поссорилась с Александром Александровичем. Я не думаю, что Гоголь это ссора. пошел. Не думаю, что это ссора, но да, ответ такой серьезный на надежды. Да. Ну, правильно сказал тренер «Пантер». Все-таки действительно игровая практика в женском хоккее – это очень важно. Если нет льда и нет возможности тренироваться, ну как? Как можно наигрывать связи, сочетания? Вот здесь даже Екатерина Лазаренко. Надо куда следует сообщить, что несмотря на все обстоятельства жизненные, Кокорины все равно на ходу. Кокорины забивают. Да, но я, знаешь, Дим, я бы все-таки возвращаюсь к отсутствию ледового льда в Новосибирской области. Вот, может быть, к 23 году уже будет там молодежный чемпионат мира, да, планируется построить новый дворец в Новосибирске. Может быть, дадут девчонкам из Татарска, да. Может быть, и у них какой-нибудь дворец-то откроют года через 4. Ну уж в Сибири это точно надо поменять старую коробочку, да. Да уж можно, наверное, на открытом льду покататься, а? В Сибирской области. Ух ты, какой силовой приемчик там. Ничего себе. Да, разрешены. Ох, еще в упор. Ну, это был просто великолепный сейчас момент. А вот Ну, Королева, смотрите, как защищает Пятак. Ирина Четвертакова там была на острие атаки, и потом уже был бросок издали. Давайте, вот. Это 31-й номер. Это момент с силовым приемом против Четвертаковой. Яна Кучма. И вот передача на Четвертакову. Четвертакова попадает во вратаря. В грудь попадает, по-моему, в грудь все-таки. И смотрите, как мечется в воротах, да, и... Ух ты. Играет и клюшка профессионально играет, да, на так. баттерфляе стиль. Очень четко двигается.
Она и так девушка с косой, в общем-то. Ну и на лугу хорошо будет смотреться с настоящей косой. Кстати, я увидел, сейчас проходил, готовятся к матчу уже хоккеистки команды школы Макарова. А сам-то Сергей Макаров здесь, пожалуйста, с нами. Вот он стоит возле бортика. Пожалуйста, поговорили. Я уже пригласил его в эфир. Но он, конечно, будучи человеком безумно скромным, многократный чемпион мира Сергей Михайлович Макаров. Неужели? Да, да, а как же, если его команда играет? Он здесь, пожалуйста, стоит вот в центре между... 3 человека у нас за бортиком. Он так аккуратно рядом с нашим оператором Сергеем Егоровым, который может нам как раз его и показать сейчас. Обалдеть. Это ж мечта. Это же надо бежать фотографироваться. Гарнитур. Да, да. Двукратный олимпийский чемпион. 84-88. Сараево и Калгари. В НХЛ играл за Калгари Флеймс. Но самое это главное, конечно, за ЦСКА. Ларионов и за сборную СССР. Ларионов, Макаров, Крутов. Великолепная тройка. И плюс 2 защитника Сисов Казатонов. Замечательные. Просто великолепные мастера. Но... Ах, как опасно! И вновь Екатерина Лазуренко на острие обросала 22 номер. Да, это Анастасия Нишляева была на острие. И вот Сергей Михайлович Макаров ждет поступления своей команды. Команды его имени названном. Школа имени Макарова. Да нет, даже не имени, а школа Сергея Макарова. Так и называется просто. Ну вот здесь Нишляева открывается на свободном углу. Почему-то не заметил ее партнерша. Вот контрвыпад, которого мы ждали, может быть. Да, и это 55-й номер. Режет самая угол, активная да, но Пантер. здесь 3 игрока вокруг. Ксения Ракчеева. Не дали бросить. Кораблина. Хорошо, блин, вратарю бросала. Самый тяжелый бросок для вратаря. Не падает немножко. 28 номер, смотрите, клюшку потерял. Коньками давай, ух ты! Красава Марина Лисина. Возвращается за клюшкой и снова в бой. Ну, покой нам только снится. Ну поагрессивнее нужно хоккеистам, пантерам-то. Они же пантеры. И тогда их форчекинг увенчается успехом. Лицкая. Ох, Соло! Остановить, да. Пыталась аккуратно, уже уходя в левую сторону, чуть-чуть крючком поддеть в правый угол шайбу. Капитан команды Скиф. Александра Лицкая. Да, пыталась. За ворот. Но здесь защитница первая на шайбе. Лицкая. И в оборону успевает вернуться отсюда из глубины, начать атаку. Такое впечатление, что она универсал вообще. Ой-ой-ой, какая бабочка влетела! Ой-ой-ой! И как доставать теперь из ворот? Здесь в лицо попало. Просто в лицо попала шайба. Ой-ой-ой! Просто вот так уже внесли вместе с вратарем шайбу. Тащила и фактически нокаут такой. Давайте посмотрим еще этот момент. Мощнейший щелчок. В лицо, в маску попал. От маски, да, вот между это, ног. как раз то, о чем я говорил. Ох как. Броски верхом идут. Броски исключительно верхом. Алина Смурова.
автор этой заброшенной шайбы. Ну да, счет 3-0, конечно, уже говорит о многом. Скиф впереди, а прошло уже ровно половина третьего периода. Ну нельзя так ошибаться-то, на ровном месте. Сейчас едва не перехватили шайбу после просчета Яны Кучмы. От шайбы надо быстро освобождаться, не ждать, пока у тебя ее отнимут. Более такие быстрые, наверное, более хваткие в работе клюшки хоккеистки Скифа. Мизонова, Логинова. Ну, начинает атаку Пантеры. Ну, где этот хищный... О, подальше бросок. Видишь, от своей синей линии. Ну, там, пожалуйста, 80-й номер. Ольга Мизонова рукой останавливает перчатки эту шайбу спокойно. До вратаря даже не доходят такие броски. Ох, как легко Логинова обходит. Логинова от борта решила сыграть на себя же. Хитро, да, и смен гораздо меньше, на самом деле, чем в мужском хоккее. Как выдерживают девчонки вот это все. Женщины все-таки двужильные. Ох, молодец, молодец. Сейчас очень вратарь сильная Катя. популяция. Катя Лазаренко. В Нижегородской Бегать! области. Эх, уже успели вернуться. Не дадут бросить третьему номеру Кристине Горбуновой из Пантер. Ну, 4 против игрока. 8-й номер Пантер против всей команды. Технично сохраняют силы до конца этого матча игроки Скифа. И, конечно, Ну, действительно... надо быстрее действовать. Ну, как же так-то? Отбросила шайбу от вратаря и не успела. К ней же 95-й номер Ксения Кошарайла. А, шнурок развязался у Ксении. Ну, тогда ясно. На Лицкую передачу, да, комбинационно играет в атаке Скиф. И вот еще вот, симпатия к этой девушке под 55-м номером все-таки есть. Ксении Ракчеевой. Активность присутствует, но до конца техники не хватает, да, чтобы обыграть на последнем рубеже так эффектно. Вход в зону. Здесь пока в одиночестве Нешляева. Через центр на Лицкую. Бросок над плечом. Нешляева ждет момента для броска. Еще один перехват. Кокорина. На смену поехала. 6 минут с небольшим играть еще в этом матче. Ну что ж, опять у нас Дарья, да? На острие. Ну вот момент. Нет, это была Ксения Ракчеева. Отдала Полине Даяновой, но Полина промахнулась. Но Ксению там не пускает уже никак. Даже Ирина Четвертакова. И даже на коленях пытается Ксения сохранить шайбу. Молодец. Удаление будет. Да, подтолкнула немножко хоккеистка Скифа свою соперницу. Это у нас #52 номер Екатерина Осминова. Да, ну в борьбе чуть-чуть, да, локоточком. Болельщицы наши. Форма, да, у нижегородцев красивая.
Дошла шайба до ворот наконец-то после броска Анастасии Хохулиной. 27 номер. Вот незамысловато. Алена Логинова. Но удастся ли забросить шайбу престижа пантерам? Вот, наверное, сейчас этот вопрос стоит наиболее остро в этом матче. Как считаешь, Дим? Пока есть численный пока перевес, Логинова минута второй 20. раз уже подряд выбрасывает шайбу из зоны, и шанс не остается. Пока даже какую-то расстановку увидеть в нападении в большинстве. Через центр выброс, и не дотягивается до шайбы Яна Кучма. За воротами Ракчеева. И не могут поделить. Ну, будет бросок. Никого там нет перед вратарем-то. Ну как? Бросает низом, конечно, 9-й номер Анна Сукач. Но... Ну вот пошли хотя бы, да, броски прямо с дальней в ловушку дистанции. от 31 номера Яны Кучмы, капитана команды. И уже В момент возвратилась выхода, да, Екатерина игрока. Осминова на лед. А Полина Шакирова, 53 номер команды, вратарь Скифа, зафиксировала эту шайбу в ловушку. Достаточно легко. А это нам повтор. Ох, какой момент. Это от капитана бросок Александры Лицкой. Прямо плечо, по-моему, попало Екатерина Лазаренко. Отбила она. Да, тут момент был такой на попадание. И вновь бросок верхом. Дима, обрати внимание. Абсолютно уверен, что Константин Валерьевич Михайлов так и настраивает своих девчонок на броски верхом. Все-таки росточка Екатерина Лазаренко бы надо бы добавить. Но я думаю, если вырастет, будет отличный вратарь. И здесь удаление, да. Фактически остаток этой встречи. Пантеры будут в меньшинстве. Пыталась уже Кораблина резать угол. 14 номер Дарья Горбунова отправляется на скамейку штрафников. И розыгрыш лишнего. И убегать! Ты, вот ну он, давай вот ноги! он, ноги включай! Включай ноги! Эх, не даю. смогла. Это Наталья 17 номер Шумихина. убегала, да. А догнала ее Алена Шмыкова. Давала нам интервью в первом. Ассистент Теперь капитана. 2 в 1. Сама же Ответ. ошиблась. Но смещается защитник, сумел помешать 24 номер. Это И вновь Шмыкова, Александра как Дудникова. хорошо бросает Шмыкова. Ошиблась, свою ошибку исправила. Вот такой плотный бросок, такой бомбардир. Скрытого характера издали. Ну, еще будет бросок. Да, и вот он еще один бросок будет. Точно. Да, смотри, как опасно. Гол. Гол. Вот тебе и Удается Шмыкова. добавить шайбу. Алена-то Шмыкова молодец. Набросила, и там уже поборолись за шайбу девчата и завезли шайбу в ворота Екатерины Лазаренко 4-ю. Кто это сделал, показывает нам 12 номера. 12 номера Вторая Дарью шайба. Кожину. Дарьи Да? Кожиной. И 1-0, Дубль. и 4-0. Ну что ж, да, вот такой у нас получился отложенный буллит. И в ответ Скиф наказывает. Атака. Да, хорошо там была на пятачке одна, не помешали ей Дарье Кожиной, и она использовала эту передачу, бросок от Алены Шмыковой. Ну, Катя Лазаренко опять все, что могла, делала. Ну, надо же помогать. Втроем стояли хоккеистки Скифа здесь. Ну, как здесь бороться, Дим? Очень сложно. Очень.
Кожина. 5 шайб в сезоне и 2 сегодня в одном матче. Еще возможность хорошая для контратаки, но успевают защитники вернуться. Это все тот же 55-й номер. Самая активная по катанию, во всяком случае, Ксения Ракчеева. Ну и по желанию, опять же, что-то сделать в одиночку, к сожалению, этого сделать невозможно сегодня в матче. Команду мы с вами видим по-хорошему одну сегодня. Скиф выглядит очень монолитно. Скифы какие-то прям настоящие. Колонны, скифы. Не надо падать, там ничего не было. Ух ты. Подскользнулась на ровном месте. Дальше что? Да, там Нет, очень хорошо вывод из Екатерина зоны. Свинова действует в обороне у Скифа. Работа там у борта идет. Последние секунды. Еще одна атака даже проходит от 10-го номера Ирины Четвертаковой. 5-4-3. 2-1. И победа зафиксирована этой сиреной. 4-0 в первом полуфинальном матче. Победа остается за Скифом из Нижегородской области. Тем не менее, совершенно заслуженно вся команда сейчас бросается к Екатерине Лазуренко, благодарит ее за отличный матч, за прекрасную работу. Когда голкиперу достается такая нагрузка и здесь тоже свой определенный ритуал скифский, как на кургане собрались девчонки и стучат окинаками об лед. Молодец, молодец. Мы еще раз хвалим и называем главной героиней этой встречи Катю Лазуренко, которая даже травму, возможно, получила, тем не менее отстояла до конца этот матч. И, кажется, даже слезы обиды и, возможно, боли, да, есть тут. Абсолютно, абсолютно правильно. Екатерина Лазуренко, главный герой этой встречи. Голкипер. Браво! Ну и автор 2 заброшенных шайб Дарья Кожина, уже лауреат этого матча, лучший игрок в составе Скифа. Приз зрительских симпатий достается, конечно же, Кате Лазуренко сегодня. Ну и дальше традиционная церемония. Благодарят друг друга за игру. Да, и посмотрите, приятно тоже такой фэрплей. Голкипер основной Полина Шакирова тоже подбодрила Екатерину Лазуренко. А здесь уже такие улыбки Анастасии Нешляева. Хорошая игра, и завтра все равно еще предстоит матч за бронзу. Благодарим за помощь в организации и за активное участие, да, в работе над этим турниром очень важным группы ТЭН.
И четвертый номер, капитан команды «Скиф» Александр Лицкая расскажет, как развивались события в этом матче Геннадию Набатову. Дорогие друзья, Александра Лицкая, капитан команды «Скиф», команды победителя первого полуфинального матча вот этого суперфинала четырех Лиги женского хоккея в разделе «Олимпийские надежды». Олимпийские надежды сбываются? Ну, я думаю, мы еще слишком маленькие, чтобы на такие вопросы серьезно отвечать. До Олимпиады и прочих серьезных соревнований еще далеко, а так, с малых побед к мечтам, ну и Олимпиаде. Ну, я прежде всего имел, конечно, что у вас дивизион так называется в виду. В плане дивизиона неплохое. Мечты еще не сбылись, когда будут золотые медали. То есть у вас в команде, у многих, ну и у вас в частности, у тебя в частности, задача попасть на Олимпиаду? Ну, я думаю, что у всех, кто занимается серьезно, это приоритет из задач. А на данном турнире задача одна, первое место. Так что еще не все выиграли. Но сегодня очень много было девчонок в вашей команде, кто мог и забросить, и вот очень хорошо у тебя получалась игра. И все-таки кого можно отметить? Думаю, что, безусловно, отметить можно Полину Шакирову, вратаря, который, безусловно, выручает любые моменты. А так, из девчонок, но все молодцы. Я не думаю, что есть смысл кого-то выделять. Все по чуть-чуть, да, понемногу приносят на результат. Есть те, у кого-то получилось чуть больше, есть те, у кого-то получилось чуть меньше. Ну, Дарью Кужину поздравляем с дублем. Конечно, безусловно, Дарья проработала, забросила свои шайбы, те, которые должна была забивать. Так что ее поздравляем с лучшим игроком матча. Спасибо и успеха, и обыграть в финале Олимпиады Канаду. Спасибо большое. Это будет уже в Пекине? Да, в 2022 году. Жду всех. Всего доброго. Ну что ж, оригинально отвечал на вопросы у нас Александра Лицкая, капитан команды «Скиф». Ну а мы ждем второго полуфинала. Сегодня школа Сергея Макарова из Челябинска против команды Петербурга. Ну что ж, друзья, ждем второго полуфинала. Спасибо. Спасибо, Гена. Какая серьезная собеседница Саша Лицкая. Да, пожелаем ей действительно успеха. Думаю, что он придет к ней. Спасибо вам за внимание. Но мы еще, да, поговорим с игроком команды, которая уступила сегодня. Чего же не хватило в матче с такими опытными соперниками? 31-й номер — это у нас Яна Кучма, капитан команды. Хорошо. Яна Кучма. Кучма, да, Кучма. Ну, поздравляю все равно с хорошей игрой вашу команду. Я знаю, что у вас было мало игровой практики, из-за этого сегодня много не получалось. Да, мало игровой практики, да, и тренировок тоже, я скажу, мало. Все-таки «Скиф» тренируется каждый день тем же самым коллективом, который они выступают на соревнованиях, а мы из разных городов, и получается, что мы вообще не тренируемся вместе. Какая у вас география? Хабаровск. Я из Хабаровска, да. Но в команде также присутствуют из Иркутска, из Татарска, из Новосибирска и других городов. Ну, почаще надо встречаться. Желаю вам. Спасибо большое. И успехов в игре за 3-е место. О, спасибо, нам пригодится очень сильно. Спасибо, очаровательная улыбка у вас. Я думаю, что вся команда у вас такая замечательная. И большие хорошие пожелания Кате. Главное, чтобы не было травмы, потому что тот бросок, который нанесла хоккеиста Скифа, мы все испереживались. Потому что да, Катя — это ваше золото. У нас игроки приехали, половина команды у нас с температурой. То есть мы приехали как бы немного неподготовленные, не доследили за здоровьем. У нас есть больные игроки в команде, поэтому это сказывается на льду очень хорошо. Вратарю было сегодня максимально тяжело с температурой играть. Не каждый бы вышел на лед вообще играть. Я вам расскажу одну такую историю. Владимир Владимирович Юрзинов, старший, он не разрешал даже в сентябре без шапочек выходить на улицу. Так что вот это вам желаю. Спасибо большое. Следите за здоровьем, берегите себя. Ну что ж, очаровательная Яна Кучма. Спасибо ей за это интервью. Ну а мы ждем второго полуфинала. И уже команды готовы. Пожалуйста, вот девчонки стоят рядышком и готовы выйти на лед. Школа Сергея Макарова. Вперед! Гена, а мы думали, что это к тебе очередь на интервью. Ну что ж, действительно, сейчас увидим еще один искрометный хоккей. А девчонки говорят очень уверенно, очень интересно и действительно хороших им хоккейных успехов. До встречи во втором полуфинале.